Смотрите в программе «COVID-19». За минувшие сутки унес жизнь одного человека и найден еще у 133 людей в Якутии. Местный разработчик поставит специальные рециркуляторы для столичных автобусов. А в Воронеже отлили 12 колоколов для Московского Кремля. Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. АСН Николаев провел совещание с главврачами Якутска. Обсуждение проходило в режиме видеоконференц-связи. Глава региона рассмотрел проблемные вопросы, с которыми сталкиваются врачи и медперсонал при борьбе с COVID-19. Все еще остро стоит вопрос кислородного снабжения. Обсудили работу по оптимизации графика работы кабинетов компьютерной томографии и снижение нагрузки на лаборатории ПЦР. Николаев отметил, что коечный фонд до конца недели будет увеличен еще на 100 коек, в первую очередь для тяжелых больных. Также он поручил учитывать результаты анализов методом ИФА и ИХА, а не только ПЦР. Это позволит на 30-35% снизить нагрузку на лаборатории ПЦР. Время получения анализов не должно превышать 3-4 дня. Мы должны очень четко выстраивать нашу маршрутизацию больных, методы лечения, смотреть обеспеченность и кадрами, и койками, и медицинскими препаратами. При этом, конечно же, очень прошу вас, хотя, еще раз говорю, сейчас очень сложное время, очень бережно относиться и к своему персоналу, потому что люди испытывают колоссальные перегрузки, физические, моральные. Мне каждый день пишут медики о условиях работы, о тяжелых условиях, на самом деле, и вот нехватке, может быть, моральной оценки со стороны общества их работы. Я прошу вас все-таки довести, что руководство республики очень высоко ценит работу всех медиков, так, и мы, конечно же, будем и дальше вас поддерживать. 133 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них Якутск 85, Жиганский район 9, Сунтарский 7, Татинский, Усть-Алданский по 5, Алданский, Нерюнгри по 4. Заболевших отдельные случаи наблюдаются в других районах. Также зафиксирован один летальный исход от COVID-19. В Жиганском улусе у нас, к сожалению, подтвердился плохой прогноз, связанный все-таки с распространением заболевания от одного человека. И, соответственно, сегодня в Жиганске фиксируется 9 случаев новой коронавирусной инфекции. Но необходимо обратить внимание, что у нас уже начинает уходить коронавирус глубоко на север, и поэтому сегодня и отдаленные населенные пункты. Сегодня главной задачей является прежде всего со стороны глав муниципальных образований отдаленных населенных пунктов. Это соблюдение, контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Это позволит не распространять его в большом количестве. Автобусы городского общественного транспорта в ближайшее время оборудуют рециркуляторами. Устройство разработала якутская компания «Джерай». Рециркуляторы нового типа произведут в городе Зеленограде. Пока приборы проходят тестовые испытания, рециркулятор представляет собой светодиодную лампу, закрытую корпусом. Внешний воздух очищается светодиодной лампой с помощью вентилятора через кулер. Пока компания «Джерай» заключила соглашение о сотрудничестве с мэрией столицы и Союзом авто. Коммерческий автопарк в Якутске насчитывает 640 автобусов. Ведутся переговоры и с предприятием ЕПАК. Ультрафиолетовые светодиоды, они лучше, чем обычные ртутные лампы. Проще в исполнении, вольтаж 12, 24, 5. Не имеют ртутные лампы, безопасны. Малое очень такая, скажем так, энергопотребление. Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз напомнили, что риск заражения коронавирусом можно легко сократить, соблюдая несколько несложных правил. Конечно же, это масочный режим, социальная дистанция и мытье рук. Но мыть их нужно правильно. О тонкостях, казалось бы, простой процедуры расскажет Светлана Неустроева. 15 октября – Всемирный день мытья рук. В современных реалиях обойтись без данной процедуры невозможно. Мы расскажем вам, как правильно продезинфицировать не только руки, но и рабочие поверхности, а также развенчаем мифы об одноразовых масках.
Кожа на руках содержит множество микроорганизмов, в том числе и болезнетворных. В среднем каждый человек в течение дня моет руки 8-10 раз. Этого вполне достаточно для того, чтобы предотвратить ряд заболеваний. Важно помнить, что влажные салфетки не заменят мыло и воду. Их использование – паллиативная гигиена, нежели полноценная процедура. Поэтому в деле гигиенической профилактики инфекций лучше замены мылу и воде пока нет. Предлагается 5 простых способов мытья рук для сохранения своего здоровья. Смочите руки теплой, по возможности, водой и намыльте их, или нанесите небольшое количество жидкого мыла, более предпочтительно, размером с горошину. Трите руки до тех пор, пока мыло не вспенится, уделяя внимание пальцам, коже между пальцев и под ногтями. Продолжайте тереть руки еще 15 секунд. Смойте мыло под проточной водой. Высушите руки при помощи бумажного полотенца. Также используйте бумажное полотенце, чтобы закрыть кран или, если необходимо, открыть дверь туалетной комнаты. Также важно помнить о чистоте и безопасности в офисе и на работе. Держите рабочее место в чистоте, откажитесь от рукопожатий. Нынешняя ситуация показала, что расставаться с масками еще рано. Так, Роспотребнадзор призвал носить маски, и сейчас это обязательно в большинстве регионов страны. При использовании маски крайне важно правильно ее надевать, чистыми руками, закрывая нос и рот. Нельзя трогать маску, пока вы ее носите, а снимать ее следует также чистыми руками и сразу выбрасывать в закрывающийся контейнер или пакет и снова мыть руки. Более точные указания, как правильно носить маску, зависят от ее типа. Медицинские маски изготавливаются из специального нетканного материала. Крепятся с помощью резинок, закрывают нос и рот. Медицинские маски состоят из 3 слоев. Первый внутренний слой должен впитывать влагу. Средний – фильтр. Внешний, часто окрашен в синий, голубой или зеленый цвет, обладает водоотталкивающими свойствами, но не обязательно. Тканевые маски попадают в ту же категорию, что и медицинские. Росстандарт разработал технические условия для их производства и обозначил условия эксплуатации. Маска должна состоять как минимум из 3 слоев хлопчатобумажного материала. Ее нужно менять каждые 4-6 часов, после использования стирать и гладить. Правда, Роспотребнадзор рекомендует менять маску каждые 2 часа, если только она не загрязнилась раньше. Респираторы отличаются от масок тем, что должны прежде всего защищать того, кто их носит, так как фильтруют вдыхаемый воздух. Респираторы с клапаном не используются врачами в стерильных помещениях, так как выдыхаемый воздух не проходит через фильтр. Соответственно, их не должны носить те, кто уже заболел. Группа ученых Московского госуниверситета назвала одну из возможных причин загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. С помощью дрона они обследовали местность. Согласно результатам исследований, представленных на кадрах с дрона, загрязняющих следов в результате утечек техногенного характера в водостоках обнаружено не было. В связи с этим ученые пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной загрязнения акватории Тихого океана является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей в сентябре 2020 года, а также наличие в воде токсинов, выделяемых некоторыми видами одноклеточных водорослей. Кроме того, специалисты Центра подводных исследований провели осмотр подводной зоны загрязнения в Тихом океане и взяли образцы со дна для дальнейшего анализа. Проект «Фабрика идей» стартовал в ГОКах Алроса. Это упрощенный сбор и рассмотрение предложений от работников по улучшению производства. Сколько идей и какие уже одобрены в Удачнинском и Айхальском комбинатах, узнала Ирина Балкова. Операционной эффективности. Как уйти от 8 видов потерь, максимально снизить затраты на производстве и улучшить условия труда? Сейчас ответы на эти вопросы ищут сами работники. Участвуя в проекте «Фабрика идей», они вносят свои предложения, которые после уже рассматривает экспертный совет. Дмитрий Макушин увлеченно рассказывает о предложениях работников Удачнинского ГОКа. Отметил, что на первый взгляд это совсем обычные идеи, не требующие колоссальных затрат в реализации. Путь от простого к сложному заменился от сложного к простому. Человек, подойдя к данному стенду, может здесь почитать положение фабрики идей, может прочитать протокол об экстренном совете проведенном, да, то бишь
получить исчерпывающую информацию по этому поводу, может увидеть приказы о премировании работников. С начала старта проекта в экспертный совет Удачинского ГОКа поступило 24 идеи. Для Дмитрия и его коллег выбрать лучшее предложение задача непростая. Из первых 10 3 были одобрены, часть отправлена на доработку. Один из сотрудников предложил защитить кабель управления буровой установки армированным шлангом. Так его придется менять реже. Эксперты одобрили. Автор получил максимальное вознаграждение 5500 рублей. А вот автор предложения по созданию службы обслуживания электрогазосварочного оборудования ее не получит, потому что такая служба уже действует в ремонтно-специализированном цехе. В Байкальском горно-обогатительном комбинате с начала запуска проекта поступило 12 предложений. Одно из них – установить двойные стекла у погрузчиков. Идею реализуют. Фабрика идей понравилась большинству. Впрочем, есть и исключения. Как сотрудники, да, к этому ко всему относятся, ну, наверное, больше с опасением и с недоверием. И это, наверное, неудивительно, потому что когда что-то новое внедряется, всегда, наверное, вот нужно преодолеть вот это вот опасение. Засмеют, украдут идею, да, там. Не обязательно инициатор подачи идеи является реализатором. Принять участие в проекте может любой желающий, вне зависимости от должности, стажа работы и возраста. Ирина Балкова, Денис Сиротин, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Мероприятия, посвященные Дню матери, проходят сегодня в Якутии. В преддверии даты исполняющий обязанности председателя правительства региона Андрей Тарасенко возложил цветы к памятнику матери. В Якутии он отмечается каждое 3-е воскресенье октября. Праздник был учрежден в 1993 году. Особые слова признательности Тарасенко выразил женщинам военного поколения, отметив, что их сила духа, подвиг научили нас быть настоящими мужчинами и побеждать вопреки всему. В целом по республике, во всех районах будут проходить различные акции, различные мероприятия, мастер-классы, семинары, круглые столы, встречи, где будем чествовать наших матерей, наших многодетных матерей. И, конечно же, все эти мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации сегодня будут проходить в дистанционном формате. В Воронеже отлили 12 колоколов для московского Кремля. Точность их звучания проверили специалисты из столицы. Ведь именно они будут исполняться на Красной площади гимн страны и «Славься» Михаила Глинки. Эти колокола не отличаются художественной изысканностью. На них нет ни икон, ни надписей, ни сложных узоров. Специалисты объясняют, нагромождение декоративных элементов может повлиять на качество звука. А идеальный голос – главное требование заказчика. В колоколах нет языков в традиционном понимании. Вместо них специальные молотки, приводимые в движение электромагнитами. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.